Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши донаты. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на мужчину. Тема звучит так: что он сегодня целый день о вас думал. Если тема интересна, пожалуйста, загадайте на мужчину, представьте его, назовите по имени и задайте ему этот вопрос. Мой милый, дорогой, что ты думал обо мне сегодня целый день? И давайте будем смотреть. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Думал целый день, действительно целый день. Смотрите, мысли тревожные, мысли переживательные. Девочки, отсыпка общая, но раз вы на нее попали, здесь для вас важная информация есть. Имейте в виду. Смотрите, этот мужчина перед вами в чем-то провинился. Какая-то на нем есть вина, грех, большой либо малый, но есть. И он это все чувствует, он это остро ощущает. Вот у него внутри, да, вот борьба происходит между добром и злом, между ангелом и чертенком, да, как правильно поступить. Прийти первым, раскаяться, поплакаться, выпросить у вас прощения, либо наоборот, как говорится, отморозиться и сделать вид, что ничего не случилось и не произошло. Вот. Либо еще и вас обвинить, да, что ты тут на меня наговариваешь, я тут ни сном, ни духом, а ты на меня накинулась с обвинениями. Такой вот он у вас интересный, да, что победит. Но я думаю, что победит все-таки добро. Вы на него, девочки, очень сильно влияете. У вас вот прям целый ассортимент каких-то взглядов, да, выражение лица, взгляд. Вы умеете на него воздействовать, причем сами даже не догадываетесь, как вы на него воздействуете, какую силу воздействия вы имеете на загаданного человека. Он очень боится какого-то вашего определенного взгляда, знаете, вот возможно, как обиженный ребенок, да, обиженная маленькая девочка, как из-под лобья немножечко, глазки такие несчастные, разочарованные. Вот именно этого взгляда он очень сильно боится. Если понимаете, о чем я говорю, это сильнейшее оружие в ваших руках. Вы можете этим взглядом пользоваться направо и налево и дрессировать и воспитывать этого мужчину. Поверьте, против этого взгляда он ничего поделать не может. Так. В чем он перед вами виноват? Здесь нет речи о других женщинах, здесь нет речи о каких-то необдуманных и глупых поступках. Здесь больше похоже на какое-то обещание, клятва и обещание. Возможно, он обещал что-то сделать, приехать, починить, купить, там, не знаю, на свидание с вами пойти. У него не получается. Не получается по одной простой причине. Он просто про это забыл. Забыл, да, так иногда бывает. Думал и забыл. Вот. Особенно если касается вот что-то купить, да, либо что-то починить, поремонтировать. Просто из головы вылетело и все. Закрутился, замотался. Работа, друзья, там, не знаю, футбол, может быть, какие-то видосы, там, YouTube, TikTok. И просто забыл. Проспал, да, там, о своем думал. И все, девочки, очень банально. От этого ему еще более неудобно, некомфортно и прям стыд прям душит его, совесть его душит. Говорит, как же ты мог, как ты мог, ты обидел, она же обидится, она же на тебя надеялась, а ты вот такой негодяй, просто негодяй. Знаете, он сам себе не рад. Просто не рад. И думает, ну как можно было забыть, да? Ну как, почему я не записал, почему я сразу этого не сделал? А что теперь? А теперь она обидится, все планы порушатся. А у него ведь грандиозные планы, девочки, на вас были. Какие у него были планы? Тут такая картинка 18+, понимаете? Любить, кружить и наслаждаться.
Да, планы были просто грандиозные. Теперь он понимает, что, скорее всего, ему ничего не перепадет, и сам себе не рад, сам виноват. Так, что еще думал? Кстати, кто-то сделал вам комплимент в его присутствии. Либо за вашей спиной кто-то говорил о вас и говорил очень в положительном ключе. То есть восхищался человек и говорил: боже, какая женщина, это же просто мечта, мечта поэта, да? Любить и быть счастливым. Какие-то комплименты вам наговорили. Какой-то мужчина в возрасте, либо женщина в возрасте, не могу сказать точнее. Но вот именно либо он слышал, либо в его присутствии, либо конкретно ему говорили. Ну так просто подошли и сказали: боже, какой ты везунчик. Твоя девушка, твоя женщина, ну это же просто богиня, как же тебе повезло. Вот. И вот эти слова заставили его крепко задуматься. Не, ну конечно, он знал, что вы идеал, что вы само совершенство, и его путеводная звезда, лучшая из лучших. Но когда чужой человек вас вот так похвалил, либо такие лестные слова сказал в ваш адрес, прям, знаете, во-первых, почувствовал гордость, во-вторых, проснулось это чувство собственника. Он говорит: ну да, это же моя, боже мой, мне же ведь завидуют, что у меня такая женщина. И, девочки, вот как на крылышках летал. А теперь, видите, крылышки-то подгорают, потому что вину чувствуют. Вину. Девочки, кому-то вот мужчина хотел кольцо дать, либо предложение сделать, либо просто колечко подарить. Хотел как-то атмосферно все это обустроить, но теперь понимает, что, скорее всего, придется отложить. Даже если вы не обидитесь, все равно он, видите, как морально не готов получается. Чувствует свою вину и морально не готов. Так, что еще он думал? Ну, думал о том, что нужно вас порадовать, думал о том, что нужно что-то сделать очень позитивное и значимое, чтобы вы простили, чтобы вы не обижались на него, и чтобы вы не думали, что он такой несерьезный человек. Несерьезный, да. Какой-то праздник. Почему-то ему кажется, что вам нужно дарить какие-то просто безумно дорогие подарки. Вот. А я так понимаю, что денег не совсем хватает, либо наоборот, да, у мужчины есть деньги, он понимает, что вы, как женщина приличная, скорее всего, не примете. Особенно для тех, кто еще не в паре и не в браке. Потому что я вижу, здесь есть такие девочки, кто просто общается с мужчиной, кому интересно, да, что вот он думает там обо мне, в принципе, как ко мне относится. Вот. Вы еще не в тех отношениях, когда женщина принимает дорогие подарки от мужчины. Вот. Он, кстати, да, он очень вас за это уважает, он это видит, чувствует, это его восхищает, тем более в наше время, когда есть такие дамы, которые, ну, я не знаю, с первого свидания начинают там требовать бриллианты и машины, и шубы. Вы нет, вы очень порядочная и скромная женщина. Если вы смотрите на своего мужа, ну, скорее всего, он не располагает суммой достаточной, чтобы купить вам действительно достойный подарок. Вот, и это его гложет. Понимаете, тут все заодно цепляется. Вот любовь к вам, да, эти чувства, они очень прекрасные, они его окрыляют. И в то же время они делают его очень несчастным. Вот этот его порыв души, да, осыпать вас бриллиантами, там, не знаю, как елку там, новогоднюю, там, драгоценностями вас обвешать, да, это его порыв, это его желание дать вам самое лучшее, потому что вы самая лучшая женщина, вы достойны самого лучшего. Но финансы не позволяют, и все. Вот. Тут как бы другой комплекс вытекает. Что же я за ничтожество такое, что я не могу для своей женщины заработать. Вот. Потом он видит других людей, потом думает: о боже, я невезучий, это фатум. Ну и начинает себе там напридумывать всякой ереси. Это нехорошо, особенно если мужчинка слабый на психику. Это может толкать его к выпивке, ну и со всеми вытекающими. Девочки, ну тут такой совет
совет, да, почаще с ним говорить, почаще с ним обсуждать, вот прям обсуждать, кто как живет, кто как чего добился, ставить приоритеты, что для вас важнее, иметь кольцо с бриллиантом, либо, ну, я не знаю, хороший ремонт, да, либо там хороший диванчик, хорошую, не знаю, там технику. Обсуждайте с ним это все. Я не вижу, чтобы вы были такой вот прям жадной либо алчной женщиной. Наоборот, я вижу вашу порядочность и прям даже в какой-то степени святость. Я не побоюсь этого слова, я это вижу. Я действительно это вижу. Так видят вас высшие силы. Они это показали. Вот, поэтому, девочки, надо говорить и все проговаривать. Его нужно лечить от его комплекса. Смотрите, вот это его вина. Вы знаете, эта вина его может толкнуть на то, что он от вас закроется. Закроется, чтобы перед вами не оправдываться, чтобы не видеть этих ваших обиженных глаз. Он может даже закрыться, да, какой-то саботаж провести, не выйти на связь, не приехать, как обещал, да, либо специально задержаться на работе. Думает, лучше я на работе отсижусь, приеду, она уже спать будет, да, и не нужно будет объясняться, и не нужно будет оправдываться. Понимаете, это все его комплексы. Все его комплексы. Комплексы, они могут быть как и врожденные, так и приобретенные. Вот с этим, конечно, нужно разбираться, и должны с этим разбираться психологи. Хотя любящая женщина, она, наверное, будет покруче любого психолога, потому что она интуитивно чувствует своего мужчину и может действительно лаской, заботой и любовью его согреть и ему помочь. Так, ну что, девочки, заключение. Итог. Подведем итог. Мужчина виноват, мужчина будет искупать свою вину. Вы можете воспользоваться моментом, вы можете это сделать, но я не рекомендую. Я рекомендую его, конечно же, призвать к ответу, но и дать ему сразу же возможность на то, чтобы все исправить. То есть, да, ты меня, конечно, обидел, ты был неправ, да, либо так не надо поступать, но если так и так, то я готова тебя простить, да. Либо если ты дашь мне свое честное, благородное слово, а я ведь знаю, что ты очень честный, благородный человек, ты не обманешь, то давай помиримся. Либо я готова принять твои извинения. Девочки, надо обыгрывать эти все ситуации. И да, надо с ним играть. Ведь не только дети любят игры, но и взрослые. Вся наша жизнь, она похожа на игру. Кто-то выигрывает, кто-то проигрывает, кто-то идет на ничью. Это нормально, это естественно. И если все ставить острым углом, если пытаться вот прям все делать идеально, правильно, четко по расписанию, ну так же неинтересно. Это скучно, это бесцветно, и этим очень быстро... От этого очень быстро утомляешься, да, присыщаешься этим всем. Так, мои хорошие, хорошо, что он о вас думает, хорошо, что он вас любит, хорошо, что он чувствует эту вину. Чувство у него к вам есть. Вы, считайте, что держите его за кокушки и можете им управлять. Я вижу, что немногие девочки это понимают. Это еще предстоит вам прям прочувствовать, даже не понять, а просто прочувствовать. Все еще впереди. А мужчинка, смотрите, вот он, видите, на коленке стоит и к вам обратил свой взор. Да, выпрашивает у вас прощения. Скорее всего, так оно и будет. С цветами, с подарочком. У кого побогаче подарочек будет, у кого-то поскромнее. Сколько денежек хватит. Но поверьте, он последний отдаст, лишь бы вас порадовать. Придет, девочки, придет. Он уже... смирился с этой мыслью, да, что все равно придется отвечать рано или поздно. И, скорее всего, рано. Да, он выберет именно вариант рано. Вот на коленочке придет, будет просить у вас прощения. Вот, не судите его строго, попробуйте ему лучше помочь. Так, мои милые, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.